коллеги, слово имеет председатель Совета Ассамблеи народов России, первый заместитель генерального секретаря, руководитель Генерального секретариата Ассамблеи народов Евразии Светлана Константиновна Смирнова. Глубоко уважаемый Алексей Сергеевич, глубоко уважаемый Михаил Ефимович, Александр Николаевич, Гаврил Витальевич, дорогие друзья, уважаемые коллеги, я искренне рада всех приветствовать от имени многонациональной семьи, дружной семьи Ассамблеи народов России и Ассамблеи народов Евразии. И, конечно, прежде всего поздравляю всех жителей Якутии, всех якутян со столетием Якутской автономной Советской Социалистической Республики. С праздником! Мы тихо видим, как развивается республика, радуемся ее успехам. И вот эта священная земля Аланхо является во многом для нас примером для российских регионов. Михаил Ефимович уже сегодня говорил о подготовке национальных кадров. Я помню, когда еще работала в Удмуртской республике, возглавляя комитет по делам национальностей, нам дали разработать систему подготовки национальных кадров в Удмуртии. И, конечно же, наши взоры тогда устремились именно сюда, в Республику Саха-Якутия, потому что именно здесь, в Якутии, в то время уже была создана система подготовки национальных кадров. Мы видели, как Якутия активно направляет своих молодых людей учиться в ведущие вузы Российской Федерации и зарубежья для того, чтобы развивать экономику Якутии, развивать социально-культурное развитие всех народов, которые проживают здесь, в Республике Саха-Якутия. Сегодня проходит первый форум соотечественников якутян. Это очень важное событие, тем более, что в условиях тогда, когда наша страна находится под санкциями, и, казалось бы, весь мир ополчился против России. Но на самом деле это далеко не так, потому что мы видим, как по всему миру идут демонстрации, митинги в поддержку России. Мы видим, как народы разных стран мира хотят дружить с народами России. Буквально недавно, 3 июня, в Москве мы провели Международный форум народной дипломатии, который был посвящен 5-летию Международного союза неправительственных организаций Ассамблеи народов Евразии. Казалось бы, даже в этих условиях, но в работе Международного форума народной дипломатии приняли участие представители неправительственных организаций из более 50 стран. Это не только страны Азии, но это были представители и европейских стран: Австрии, Германии, Франции, Швейцарии, Сербии, Болгарии, страны Ближнего Востока. И, как сказал наш генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии Андрей Юрьевич Беленинов, что в нашей редакции Большая Евразия – это не только евразийский континент, но что сегодня в нашу редакцию Большой Евразии входят страны Ближнего Востока, страны Африки, страны Латинской Америки, потому что все они были представлены на форуме. Буквально на этой неделе к нам обратилась организация из Австралии тоже с предложением работать вместе с Ассамблеей народов Евразии. Таким образом, мы видим, как все больше и больше людей хотят общаться, дружить, реализовывать различные проекты. У нас есть такой проект «Евразийские мосты дружбы». И вот в январе прошлого года, по-моему, в январе это было, открывал этот проект «Евразийские мосты дружбы», именно открывала Республика Саха-Якутия. Дом дружбы имени Кулаковского, Антонина Николаевна находится здесь. И тогда как раз они собрали в онлайн-режиме представителей якутян со всего мира. Там были представители почти, по-моему, более 20 стран мира были представлены в этом онлайн-марафоне, в презентации
проектов Дома дружбы имени Кулаковского. Вообще могу сказать, что у нас тесные связи и с Министерством по народам Республики Саха-Якутия, и с Домом дружбы. И вообще республика очень активно принимает участие во всех проводимых мероприятиях, как Ассамблея народов России, так и Ассамблея народов Евразии. И действительно, сегодня народная дипломатия играет чрезвычайно важную роль. Там, где не могут договориться руководители стран, там, где невозможно, исходя из каких-то политической конъюнктуры, народы находят общий язык. Потому что от сердца к сердцу, глаза в глаза мы начинаем лучше понимать друг друга. Не случайно наш девиз от доверия людей к доверию народов, к доверию государств. И в том числе от доверия людей к доверию экономики. Все основывается на доверии. Когда есть доверие между людьми, и отношения хорошие, и бизнес развивается, и, соответственно, развиваются страны. Поэтому я искренне благодарю руководство Республики Саха-Якутия за такую инициативу, что вы собираете весь мир. И действительно, я думаю, что таким образом нужно, чтобы все регионы нашей России собирали своих соотечественников по всему миру. Потому что сегодня наши соотечественники являются этими послами России, народными послами, народными дипломатами. И, пользуясь случаем, хочу сказать, что в июле месяце будет дан старт первому международному конкурсу «Лидер народной дипломатии». Конкурс, в котором могут принять участие не только граждане Российской Федерации, но и наши соотечественники из разных стран мира и граждане иностранных государств, которые знают русский язык, почитают русскую культуру и готовы присоединиться к великому русскому миру. Спасибо большое, уважаемые коллеги. С праздником я вас поздравляю искренне со столетием и с таким важным событием, первым форумом соотечественников якутян. Спасибо.